Пушкин – поэт, не нуждающийся в представлении. Создатель литературного русского языка, тонко чувствовавший мыслитель, раскрывавший загадки русской души в поэтической форме. Именно таким остался Пушкин на все времена. Имя Александра Сергеевича известно и популярно не только в России, но и за ее пределами, в том числе и в Абхазии. В абхазской литературе имя Пушкина высечено золотыми буквами, а его произведения переведены на абхазский язык Багратом Шинкуба, Владимиром Цнарье, Мушнила Суря. Традиционно в день рождения Пушкина к памятнику великого русского поэта возложили цветы почитатели его творчества, учащиеся столичных школ. А после, по уже сложившейся традиции, прошла поэтическая встреча под многовековой липой в Сухумском ботаническом саду. На день рождения гения поэзии в ботанический сад пришли представители абхазской интеллигенции, искусствоведы, общественные деятели. Они рассказывали о своем личном восприятии творений Пушкина. В мероприятии принял участие чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Стало уже аксиомой произносить, что Пушкин – это наше все. Это действительно наше все. Пушкин, благодаря Пушкину мы говорим на современном русском языке. Современный русский язык объединяет все народы Российской Федерации и объединяет народ Абхазии, суверенной, независимой Абхазии, но объединенной русским языком. Вы знаете, что буквально недавно в Латвии, на Украине пещерные люди занялись тем, что уничтожают памятники Пушкину. На мой взгляд, это еще одно подтверждение тому, что даже после 200 лет, прошедших с того времени, когда Пушкин жил и творил, Пушкин с нами, Пушкин – это наше знамя, и, как я уже сказал, Пушкин – это наше все. Ученики 2 и 4 сухумских школ прочли стихотворения и показали театрализованные представления по произведениям великого поэта. Широко известна фраза русского поэта Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все». Сегодня мы не вдумываемся в ее смысл. Она звучит избито, ведь творчество Пушкина знает каждый, и кажется, что о Пушкине известно все. Но не случайно эта фраза так прижилась в русской речи. Именно с творчества Александра Сергеевича принято отсчитывать появление современного русского языка, так как поэт писал свои произведения языком максимально близким и доступным всему народу. Пушкин на самом деле стал легендой русского языка, частью русского языка. И именно поэтому ко дню его рождения приурочен не менее великий праздник – День русского языка. Но почитание к родной истории, культуре, сохранение и приумножение языкового богатства – это, наверное, на мой взгляд, самая главная задача, которая стоит перед сегодняшними и будущими поколениями. Ее обязательно надо решить, и я убежден, что она точно будет решена. Творения Пушкина – самые яркие и чистые бриллианты в ожерелье русской литературы XIX века. Одни более крупные, другие помельче. Одни произведения более известные и признанные, другие знакомые лишь литературоведам. Но все они внесли неоценимый вклад в развитие русской литературы и культуры. Многие поэты и прозаики учились у Пушкина. «Краткость – сестра таланта». Эти слова приписываются Пушкину, и он умел писать сжато и емко, заставляя читать между строк. Мне очень приятно отмечать этот праздник здесь, в Абхазии, среди тех, для кого Пушкин стал одним из первых писателей. Через него мы, еще не умея читать, жалели старика и ругали жадную старуху. Мы радовались, что он ловил золотую рыбку, восхищались 33 богатырями. С праздником вас! Я недавно рискнул перевести одно стихотворение, называется оно «Пью за здравие Мери». Сахара Мери деснегойт, сосмерил на хочасхойт, и не дестой ташка щега, сосыки дестам уже зега. Мушнила Суря – народный поэт Абхазии, переводчик, подаривший абхазским читателям возможность услышать на родном языке Евгения Онегина, прочитал несколько отрывков из стихотворений Пушкина. Друзья, простите, завещаю
чем все, чем рад и чем богат. Обиды песни все прощаю, а мне пускай долги простят. Всегда так будет и бывало, таков издревле белый свет. Ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Поэтическая встреча была организована представительством Россотрудничества и Союзом писателей Абхазии при поддержке Национальной библиотеки имени Ивана Папаскир. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.